Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» с Тимуром Бекмурзиным. И сегодня мы поговорим о халяльном образе жизни, о предпринимателях, о бизнесе, о взаимовыручке и о многом другом. Ведь в гостях у нас президент Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации Айдар Равильевич Шагимарданов. Исян Месес, Айдар Равильевич. Добрый день, Исян Месес. Салям алейкум. Айдар Равильевич, в мире где-то, по разным оценкам, 1,5 миллиарда мусульман. В России тоже по разным оценкам от 20 до 25 миллионов мусульман. Вы меня поправите, если это не так. Вы сказали даже больше, да, уже? Да, уже больше. Уже около 30 миллионов. Поэтому такая организация, как Ассоциация предпринимателей мусульман, то, что она есть, это более чем оправдано. Другое дело, штаб-квартира в Казани. У меня лично нет сомнений, что она должна быть именно в Казани. Но у предпринимателей мусульман из Москвы, из Санкт-Петербурга, может быть, из Грозного, Владикавказа, наверняка могут возникнуть вопросы. Ну, мы же это делали не для того, чтобы у кого-то были вопросы, ответы. Это исторически организовалось, то есть инициатива снизу. Мы сами все казанские, мы все татары. Мы это все придумали, организовали, учредили. Это все существует. Поэтому мы сами живем в Казани, и штаб-квартира в Казани. Как давно вы сами стали президентом Ассоциации предпринимателей мусульман? В 2016 году, в мае. Кого она объединяет сегодня? Сколько у вас участников? На сегодняшний день свыше 11 тысяч участников по Российской Федерации. У нас есть множество направлений. Сама ассоциация как таковая бесплатная. Каждый человек может стать членом нашей ассоциации. Но есть в ассоциации private клуб, закрытый клуб, где членство платное. Есть онлайн членство APM World, Ассоциация предпринимателей мусульман по всему миру. Любые русскоговорящие мусульманские предприниматели по планете могут вступить в нашу ассоциацию и развиваться вместе с нами. Но член ассоциации, он должен быть все-таки мусульманином. Конечно. Но есть еще такое понятие, как партнеры ассоциации. Это уже могут быть партнеры, в том числе и других конфессий, да? Вы знаете, на сегодняшний день тренд ислама, он настолько широко шагает по планете, что сегодня этот человек партнер, а завтра он принимает ислам. На сегодняшний день практически все мое окружение, русские, татары, чуваши, марийцы из разных регионов, все, приходя к нам, через какое-то время принимают ислам. Причем мы это никому не навязываем, мы никому к этому не призываем. Мы просто живем своей мусульманской жизнью, и тем, кому это нравится, они к нам приходят и вместе с нами двигаются в этом направлении. Но и сегодня в ваших рядах и рестораторы, и производители продуктов питания, и медицинские клиники, насколько я знаю, да? Абсолютно все, кроме каких-то там космических технологий. Мы не строим самолеты, поезда, корабли. И этим всем занимается крупный бизнес. У нас малый и средний бизнес. Вот не так давно Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями муниципальных образований, он развивает тезис мэра города Набережные Челны Наиля Магдеева, который сказал, что эти сложные времена, они нас еще больше сплотили. Владимир Владимирович сказал, что нужно вот эту сплоченность сохранить. Я знаю, что у вас уже есть ответ на этот вопрос, потому что, учитывая опыт Ассоциации предпринимателей мусульман, вы вот в трудные моменты, в кризисные моменты, вы всегда показывали чудеса взаимовыручки, поддержки друг друга. Да, у нас это есть. Вообще это не столько связано с религией, а любые порядочные люди, они должны друг другу помогать. Мы не можем выжить на этой планете, если каждый будет друг другу враг и волк. Мы должны жить вместе, объединяться, творить добро, делать добрые проекты, заниматься наукой, образованием, промышленностью. И тогда вся планета станет мирным местом для существования человечества. А чья была идея вот такой акции? Помните, «Покупай свое». Она сейчас, кстати, до сих пор действует? Эта акция очень мощно развилась. «Покупаем у своих». «Покупаем у своих». Эта акция, она началась с первого дня развития нашей ассоциации. Она очень важна, чтобы мы не бегали где-то на Западе, что-то искали в каких-то недружественных наших странах, а в первую очередь покупали здесь,
помогали нашим товаропроизводителям, чтобы они развивались. Мы им помогали своим рублем, то есть покупали у них товар или услугу. Они становились богаче, занимались благотворительностью и еще больше развивали свои технологии, производства и предприятия. Если каждый человек будет покупать у нас здесь наше, российское, татарстанское, наша страна очень быстро выбьется в самые первые лидеры на планете. Эльдар Равильевич, интересно было бы узнать, как вы сами стали предпринимателем. Я где-то в интервью прочитал, что первый ваш опыт коммерции был, ну, буквально в подростковом возрасте. В 14 лет, да, было вам? Да, это был советский период. Я начал заниматься записыванием кассет и катушек. Это была студия звукозаписи. Мне было 14 лет, это значит, получается, в 86 году. В 86 году я еще учился в школе. И вот, возвращаясь после школы, у меня дома было несколько магнитофонов, катушечный, кассетный. Они были соединены друг с другом проводами. И вот покупал кассеты, записывал. Сейчас это, конечно, по исламу не актуально, но в то время, в советское прошлое, в советское детство, это был очень шикарный бизнес. Я зарабатывал больше, чем папа и мама вместе взяты, еще умножить на 2. Но вы очень быстро обогатились, и потом этот бизнес, он во что-то вылился, или вы, когда уже стали, ну, постарше, у вас другие появились увлечения, интересы и дела? Обогатились — это совсем неправильное слово. Я никогда не был богатым. Все деньги, которые я зарабатывал в подростковом возрасте, я оставлял себе 5 рублей, все остальное отдавал родителям. На 5 рублей мы с друзьями покупали лимонад, кушали мороженое, и это была вершина счастья для советского подростка. Вот. Никаких богатств, сверхбогатств у меня не было и до сегодняшнего дня нету. Эльдар Равильевич, а когда уже вы вот так осознанно вступили на бизнес-тропу? То есть когда вы вот уже стали заниматься, и какими видами бизнеса вот вы стали заниматься уже после советского периода? Ну, где-то примерно с середины 90-х мы с друзьями участвовали в акционировании одного из заводов в Москве. Вот. Потом успешно, удачно продали контрольный пакет акций. Нам сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. Вот. Но это были первые такие крупные деньги, которые мы заработали. Мы их вкладывали в различные бизнесы. Какие-то бизнесы прогорали, какие-то бизнесы развивались. Но, вот скажем так, более-менее серьезно уже в бизнесе я примерно с начала 2000-х. Ну вот это ваше, ну, то, что вы предприниматель-мусульманин, правоверный мусульманин, вам это по жизни и в бизнесе, в том числе в коммерции, помогало? Это делало более устойчивым ваш бизнес? Любому человеку на планете, кто обладает религией и верой в Господа Бога, это помогает всегда. И в жизни, и в бизнесе, и в общественном понимании. Он знает, кто он, зачем он на этой планете, куда он идет, что хорошо, что плохо, что белое, что черное. Для этого, ну, не нужно каких-то искать больших и мудрых трактатов. Любой религиозный человек, он счастлив. Эльдар Равильевич, вот возвращаясь к теме халяля. Сегодня в Казани вот найти какие-то продуктовые магазины под вывеской «халяль», ну, не составляет труда. То же самое про кафе и рестораны. Но вы в ассоциации продвигаете вообще такое понятие, как халяль лайфстайл, то есть халяль как образ жизни. Где, в каких направлениях, как вы считаете, халяль еще можно и нужно еще больше продвигать? Мы поддержали это словосочетание, это не наша инициатива. Рустем Нургалевич Минниханов, глава, раис, президент нашей республики, он внедрил это понятие после поездки, как я знаю, в Арабские Эмираты, и мы его подхватили. Халяль лайфстайл – это все то, что ты делаешь от рождения до смерти, только через призму поклонения Всевышнему. Любой твой жизненный процесс, абсолютно любой, он подпадает под категорию халяль лайфстайл. Если ты это делаешь правильно, праведно, если ты свою работу, какое-то общественное действие, ты делаешь, не причиняя вреда другим людям, а кроме этого ты, наоборот, приносишь пользу другим людям, и все это идет через призму поклонения Всевышнему, это и есть халяль лайфстайл. Но нет ли у вас ощущения, что у нас больше халяль смещается в сторону продуктов питания, общепита? Ну, не хватает где-то халяль медицинских клиник, халяль отелей, или у нас уже сейчас в Казани более-менее комфортно и в этом направлении? Все развивается постепенно.
В 90-е годы под словом халяль подразумевали только козылок, колбасу и больше ничего. И постепенно это все развивается. На сегодняшний день у нас есть мусульманские детские садики, мусульманские больницы, клиники, мусульманские там парикмахерские, мусульманские кафе. Абсолютно практически во всех сферах жизнедеятельности человека мы можем найти халяль лайфстайл. Но единственное, чего у нас пока, может быть, где мы отстаем, не хватает, это исламских банков, вот вообще партнерского исламского финансирования. Здесь, мне кажется, нам еще нужно поработать. С чем это связано, как вы считаете? Здесь какое-то отставание в плане законодательства или это просто консерватизм российских предпринимателей-мусульман, которые вот не доверяют банкам традиционно, ну понятно, почему не доверяют, и просто хранят деньги под подушкой? Но вообще банковская система – это прерогатива управления государством. Да. Это не инициатива снизу. А у нас уже есть небольшие коммерческие структуры, такие как финансовый дом «Амаль», есть в Дагестане, в Чечне, в Москве, которые предоставляют небольшой объем исламского финансирования. Вот у нас сейчас 4 региона в Российской Федерации избраны пилотными для развития исламского банкинга, исламского финансирования. Это Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан. И вот мы очень надеемся, что за вот эти годы эксперимента в этих 4 регионах очень активно разовьется, и наша ассоциация в этом принимает активное участие. Все те банки, которые к нам обращаются, мы с ними работаем, сотрудничаем и им в этом помогаем. Можем ли мы рассчитывать, что со временем и исламские банки, и исламские инвесторы придут в Татарстан, в данном случае в Казань? Или это пока еще такой долгосрочный процесс, мы пока на это рассчитывать не можем? Инвестор – это очень пугливый человек, который придет туда, где благополучно, где надежно, где он получит доходность и где будет эта доходность безопасна и относительно гарантирована. Поэтому нужно не привлекать человека, одеть на него уздечку и притащить сюда как инвестора, а нужно создавать условия в стране, в регионе, чтобы инвесторам было сюда выгодно идти, в том числе и мусульманским. Ну, какие это условия, вот если мы поговорим об этом более подробно? Что необходимо сделать? Ну, в плане законодательства, наверное, это более сложный вопрос. Но в плане какой-то инфраструктуры, ведь, насколько мы знаем, что многие инвесторы готовы вкладываться, например, арабских стран в недвижимость. Вот, вроде бы Казань, развивающийся город, мы можем какие-то в этом плане соответствовать или нет? Инвесторам нужно 2 важные вещи. Первое – это доходность, и второе – это гарантированность, то, что он не потеряет свои инвестиции и получит свою доходность. Когда мы будем предоставлять хорошую доходность и ее будем гарантировать, потечет не просто ручей, потечет океан инвестиций, и этому очень много примеров в мире других стран, которые к себе привлекали инвестиции, и страны за 30, 40, 50 лет становились в топ-10, в топ-20 стран мира по развитию. Какие страны, как вы считаете, вот если мы говорим об исламском мире, могли бы вот стать такими серьезными инвесторами, которые пока еще не стали ими для России и для Татарстана, а Татарстан как окно для этих инвесторов на российский рынок в целом? Ну, во-первых, здесь нужно обратиться к тому, что сейчас очень сложная геополитическая ситуация в мире. И мусульманский мир в целом показал очень лояльное и очень комфортное отношение к Российской Федерации. Это уже большое благо. Мы об этом говорили десятилетия. Мы с начала 2000-х об этом говорили, потому что мусульманский мир, страны АИС, Организация исламского сотрудничества, это друзья для нашей страны. И каждая из этих стран, она, конечно же, может быть инвестором как государство и как их частные там фонды и предприниматели. Никто из них не ввел санкции против России. Это превосходно. Не просто не ввел санкции, а с нами дружит и сотрудничает Турция, Иран, с нами дружит и сотрудничает Средняя Азия, страны Средней Азии, с нами сотрудничают Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Это очень круто. Как вы считаете, может быть, в каких-то вопросах мы сами не дорабатываем? Вот есть такая шикарная площадка, на мой взгляд, как Казань-форум, раньше Казань-саммит. Вот очень много гостей, вот не так давно приезжал в Казань, но пока вот где-то больше разговоров о намерениях, там, интересных, позитивных встреч, конференций, но вот к делу не всегда мы переходим. Это просто пока такой не пришел период такого для того, чтобы просто инвесторы такие более консервативные, поэтому это...
Расскажу вам небольшой пример, чтобы всем было понятно. Вот самолет, прежде чем взлететь, он сначала медленно выруливает от своей парковки и медленно-медленно едет на взлетную полосу. Скорость там самолета 5, 10, 15 км в час. Потом он выруливает на взлетную полосу и разгоняется до там 300 км в час. И потом происходит отрыв от земли. Вот на земле самолет не может разогнаться 1000 км в час. Да? А вот как только он отрывается от земли, сразу же скорость у самолета 400, 500, 600, 700, 800, она кратно увеличивается. Все, что сейчас в стране делается, и в том числе в регионе Татарстан, оно закладывает эта медленная пока скорость перед нашим взлетом. Мы уже движемся по взлетной полосе. Мы уже движемся по взлетной полосе. Нужно вместе стараться, стремиться, работать, помогать друг другу, объединять усилия. И когда произойдет отрыв от земли, скорость развития нашей страны, и в том числе Татарстана, будет просто космической. Но для этого мы должны нашим партнерам, коллегам, предпринимателям, инвесторам из других стран исламских показать, что у нас здесь создаются условия для развития малого и среднего бизнеса в России и в Татарстане. Здесь важное слово не показать, а сделать. Сделать эти условия. Потому что показать это одно. Показать мы в стране очень хорошо умеем. Показать. И со времен царских даже мы умели все красиво показывать. Сейчас нужно делать, чтобы инвесторы здесь жили, трудились, работали, вкладывали свои миллиарды. Для этого нужно делать, осуществлять. И я хочу сказать, Татарстан здесь вообще очень передовой в нашей стране. Все, что организовано у нас, агентство инвестиционного развития, как они понимают, как они принимают инвесторов, их обнимают, помогают им здесь развиваться. Мало где в регионах России подобная есть практика. Ну, вот шикарная идея, там вот и Министерство экономики занимается в республике, это промышленные парки, муниципальные в том числе. Их в республике более 100. Как все-таки наполнить жизнью эти промпарки? Потому что есть отличные примеры развития, когда там и заполняемость хорошая. Есть, к сожалению, примеры того, как построили промпарк, но пока не знают, где найти рабочие силы, ресурсы и так далее. Все должно вырасти постепенно. Как бы мы ни хотели, чтобы ребенок после зачатия родился через месяц, он рождается через 9 месяцев. Все, что мы сейчас осуществляем, наша страна ведь очень молодая. Наша страна образовалась, вот Российская Федерация в современном виде образовалась там, в 90-х, в начале 90-х годов. Это очень маленький срок для того, чтобы наша страна стала суперпередовой. Мы и так опережаем все графики, мы и так опережаем, мы очень серьезно идем. Но нужно сплачиваться, нужна идея, очень мощная идея, куда идет наша страна, какая наша цель, какая наша миссия, мы кем должны стать. Вот это нужно все больше и больше наращивать, чтобы люди, вот как мы в советском прошлом, да, одевали пионерский галстук, и это был самый счастливый момент в жизни пионера. Какой сейчас самый счастливый момент в жизни молодежи? Нужно спросить. Когда ему подарили iPhone, или когда он посмотрел там какой-то крутой голливудский фильм, или еще что-то. Что сейчас круто? Вот это нужно в государстве. И этим занимается. Вот сейчас Кириенко очень мощно этим там занимается. Да? Пионерия у нас там возрождается, движение первых. Это очень круто. Но ребенок не рождается за 1 месяц. Нужно нам ждать. Вкладывать, инвестировать, заботиться, развивать, лелеять хороших, крутых руководителей, переманивать хороших, крутых руководителей, их ставить на должности, платить хорошие зарплаты, и тогда через 10-20 лет у нас будет рай. Но переманивать, вы имеете в виду Татарстану, переманивать из других регионов руководителей хороших? И из других регионов, и из-за рубежа. Ну тогда мы ослабляем те регионы, которые мы... Нет, ну здесь, так сказать, закон рынка. Здесь же кому-то, например, не нравится на Сахалине, а понравится в Татарстане. Или кто-то там мучается в Кыргызстане, например, мучается в Кыргызстане, а получит свое счастье в Татарстане. Это же все в сравнении. Нужно обязательно для людей, для крупных, крутых руководителей, самых продвинутых в мире на планете, нужно давать там X5, X10, нужно давать зарплаты, их сюда привозить, ставить на предприятия, ставить на компании, и тогда у нас будет очень мощный прорыв. Ну, кстати, это пример в Алабуге уже используют, и очень успешно, потому что там мы видим, как эта особая экономическая зона Татарстана развивается, то есть это уже внедряется частично. Но это надо продолжать делать. Ребенок
созревает 9 месяцев. Мы сейчас, грубо говоря, там первый, второй месяц развития. Если мы все-таки говорим об исламской экономике, я уже вот у вас спрашивал, как вы считаете, не пора ли нам не только вкладываться в мечети как духовные центры, но в том числе активнее вкладываться в исламскую науку, образование, строить больницы инвесторам в том числе? Это один из лозунгов благотворительного фонда нашей ассоциации. Он уже работает около 3 лет. И основная миссия – это развитие исламской науки и образования. Мы об этом говорим очень много и постоянно, что нужно сначала выделять приоритеты. Фундамент развития гражданского общества – это правильная наука и образование. Пока мы не будем стремиться наших детей отдавать туда, мы не будем получать наших больших ученых. Вот у нас есть один пример, Камиль Хазрат, муфти Татарстана, да, его очень часто приводят, хочу его тоже рассказать. Вот когда в семье развивается очень талантливый ребенок, его отдают в физико-математическую школу. А когда второй там по талантливости, его там в школу иностранных языков отдают, а потом куда-то в химический лицей. И уж совсем уж какой-то вот такой стандартный ребенок, ну давай его отдадим в медресе, пусть там Хазрат и помучается, и кого-либо из него сделают. Вот мы должны самых лучших наших детей отдавать сначала в медресе, чтобы они там получили первостепенные знания, может быть, дошкольные знания. Для этого медресе должны быть самыми лучшими. Это вот я все к этому и иду. Когда мы будем стремиться туда своих детей отдавать, да, мы будем туда приходить и видеть, в каком состоянии сейчас медресе. Почему преподаватель медресе получает 20 тысяч рублей зарплату, а не 200 тысяч рублей? Как мы хотим взрастить ученых, если преподаватель будет получать 20 тысяч? Поэтому все мы, родители, инвесторы, гражданское общество, мы должны развивать исламскую науку, образование, о ней заботиться, и чтобы это стало передовой такой отраслью, чтобы все люди проходили через вот это горнило, получали себе чистую совесть, праведное сердце, а потом уже получали светские знания. Ну вот вы это уже очень хорошо понимаете, я имею в виду Ассоциацию предпринимателей мусульман, это все-таки больше малый и средний бизнес. Да. Крупный бизнес пока к этому идет, но еще пока не дошел, да? Но все же постепенно. Постепенно, понимаете, да. В исламе нету принуждений, ни в коем случае. Мы никого никуда не зазываем, не принуждаем. Не надо, киряк тугель, не надо. Пожалуйста, сами дозрейте, сами придите, сами поймите, что это нужно. Вот мы же на сегодняшний день видим, сколько у нас сейчас праведных там детей, праведных девочек, праведных мальчиков. Как меняется мир. Вот сейчас мы видим, как в министерствах, в ведомствах, в медицине, там, в полиции, везде появляются люди, которые читают намаз. В большинстве своем это те люди, которым можно доверять. Это те люди, которые становятся профессионалами высокого уровня. И вот это, закладывая в ребенке, в человеке с детства, мы можем получить суперразвитое общество. Но самое главное, этот тренд поддерживать, его ни в коем случае не бросать, заниматься этим, как-то об этом говорить, в том числе вот эти проекты вести, социальные, которые вы ведете в своей ассоциации. У нас в исламе подход такой. Мы от себя делаем работу, дело, полагаемся на Всевышнего Аллаха и довольны любым результатом, который нам приходит. В этом случае мы всегда счастливы, мы всегда на позитиве, с хорошим настроением, и мы всегда в тренде движемся к развитию. Но если мы еще раз скажем про халяль лайфстайл, вот вы отметили, прорыв в этом отношении, мы говорили про рестораны, про кафе, про в том числе и отели, и много-много фитнес халяль. Но, тем не менее, кстати, молельные комнаты появились, это тоже заслуга, наверное, в том числе ассоциации. Где еще нам нужен, как-то, как вы считаете, усилить работу? Помимо науки, еще есть какие-то направления, которые... Опять, здесь должна быть очередность. Вот наука, образование – это фундамент в постройке нашего здания. Когда мы наладим науку и образование, конечно же, нужно, имея вот эту основу, чтобы наша молодежь шла в самые передовые технологии. Нужно развиваться молодежи во всех современных трендах на основе, на фундаменте религиозного воспитания, потом самые крутые технологии, получать образование, развивать, создавать компании, государство помогает, поддерживает, не мешает, и получаются суперпрорывные тренды.
Вы поддержку этим идеям не только в ассоциации чувствуете, вот если за пределами ассоциации мы выйдем, среди ваших друзей, коллег из других объединений, чиновники поддерживают вот эти ваши в Татарстане идеи? Ну вот смотрите, если бы наша страна не была сейчас на позитивном тренде, она бы развалилась. Вот с очень большими, тяжелейшими трудностями сейчас сталкивается наша страна. Весь западный мир, так называемый цивилизованный мир, он объединился против нас. Но мы же живем. Ну не нужны нам их BMW и Мерседесы, мы их выкинули. Мы будем дружить с Китаем, будем дружить с Ираном, с Турцией, с арабским миром. Мы будем создавать свое, но нам нужно время. Вот если бы у нас не было позитива, наша страна бы рухнула. Однозначно у нас есть позитив. Однозначно у нас есть мощные руководители. Но это все нужно, чтобы гражданское общество поддерживало. Чтобы гражданское общество создавало новые тренды, новые предприятия, новые технологии. Чтобы мы наконец-то показали свой iPhone. Чтобы наконец-то, ну, имею в виду, созданный у нас здесь телефон. Чтобы созданный у нас тут был компьютер. Чтобы искусственный интеллект развивался в Татарстане. Чтобы мы были передовые и первые на планете. Спасибо вам большое, Айдар Равильевич. До свидания.